Давай. Дзинь. Ну ось ми зараз пішли, сіли на скамеечку і зараз кушаємо грите мороженое, яке купили. А вот у меня две руки вольные, бачишь? Угу. Вот. И такое смачное. Он такое в вафельном стаканчике, хрумтящем. А тут такое глазурью. Такое. А это что, Камила продала? Да, у Камилы купили. Девчина литовская. Суки Со скидкой? прошли, папа наездился, позаймались. І так за задоволенням. І зараз ти куди збираєшся? Покататься. Я ще покататися збираюся. А я тебе почекаю тут. Добре? Потому что у нас 2 заплечника, я буду их стерачить. А я тебе чекаю. Ага. Спокою Мари не дают. Я не питаю, ты кохаешь. Я не питаю, ты кохаешь. Я отчуваю, я не даю. Еще раз. С 15 червня. А напереди еще футбольный матчик в 10 вечера. А еще солнце довольно высоко. Так что мы укладываемся добро у наш тайм-тейбл. Зараз хорваты грають. Хорваты уже гуляют. Ну, Душ. погляди. Ты ведаешь? Так? А. Ну, поглядим, коли вернемся на виник, так? Ну и все. А вон воздушний шар, мне здається. Я дренно бачу. Да, он летит к нам, да. А где он летит? Где? Я, В небе. ну я его дренно. Вон он, вон Сдыми, сдыми. Ну, он просто уходит между соснами. Вот он. А вось летит прям. Еще один. Я так и подумала, что я в чате. Папка, ты бачишь? А вон еще один. А вон прайфон, вон. Там он ружовый. А тут уже пролетел ранее. Я не выключаю, что и третий будет. Так третий вон. Тут уже 3. Так они, да, они ж по одному не летают, они это уже группками. Ось так. Видатно в парке Віндес. Ну ось, Олежка з'їхав покататися ще і у парку. Ось там шмат хто катається. Увесь час по основній дорожці їдуть і туди, і в той бок, і обратно, на роверах, на колясках, з дітьми, на самокатах. Ну, ровери на першому місці. Ось, знову їдуть. То кити приїхали. Ну, а здесь тут этот баллон завис. Где-то я бачила тільки що висів над головою, але зараз не бачу. Покуль на ровери глядела, кудись здвинувся він. Дайте-ка я пройду. Ага, вот він. Во, висить. Во. Бачите? Дайте приближу.
У Вільні вельмі часто, ну, добре надвор'я. Сьогодні вітер, от якраз к вечору стих ветер. Дик і не було такого моцного. Ага, так. Парить. Ну, там десь за деревами є ще два. Там червоний, Олег сказав, і є ще один. Десь вони там. До речі, вони взлітають. Мені здається, що він знижається, не? У них тут, може, гніздо. І вони отсюлю злітали в минулий раз, коли ми тут займатися приходили. А зараз, може, поступово, как бы, ось, планують на посадочку. Ну, от я тут сижу на скамеечке. Така чудовна скамеечка. І чекаю. Ось мой заплечничек. Ось Олежкин. Мы такой берем с собой такой пледик, подстилочку такую, подстилаем и как было, ну так, больше приємно сидеть и мягко. Птушки пяют. Сзади, ось у лісі, глядите, вот туда идет так само дорожка. Не выключаю, что по ее вернется Олежка. Вот он поехал туди, може зробити такий великий круг. Ну, ось там от їдуть. Тут можна їздити повсюди. Так. І ось такі ось у нас за моєю спиною. Птушки, але, видите, зараз травень і червень, треба бути осторожними з цими кліщами. Ось. Вони зараз самі активні. Особливо треба берегти живьолов, собак, звісно, коли гуляєш з ними по високій траві, або по траві в гулі, або в лісу. І з дітьми. Я пам'ятаю, ровно 2 роки тому, 22-м годі, коли Олежка був за кратами, я їздила на летище і пахала там, працювала. І ось там, ось він виплив, цей балон, уже за деревом. Ой. І працювала там, визвала скосити траву, скосили мені траву, а потім я її прибирала, і так далі. Цілий день там працювала. Ну і потім я була з 3 ночовками там одна. Ну і ввечері, коли почала ложиться спать, розпронулася, ночнушку надевать. И так это провела рукой по 5-й точке сзади. И одразу почула, что там клещ. Прям на круглой такой, так сказать, месте по правому борту. Одразу почула, що там клещ тіліпається. Сидить у мене прямо, ну, будемо казати, у 5-й точці. У правій полові. І видите, а я була абсолютно одна. Так добре, що руками, ну, не на спине десь, не, ну, де я б не доставала. Добре було, що там я дотягувалася іменно правою рукою. І ведаєте, що я зробила? Треба ж його, як мага, худшей, ну, как бы, позбавлятися. А у мене ніч напереді, вже темно, вже, може, 12 годин ночі було, тому що я працювала там допоздна і так далі. І ось я, у меня был спиртик, там есть пузыречки со спиртом, борная кислота или левомицетиновый спиртик. И йодик есть, и зеленка, все, там аптечка есть, на летище завсюди. До речі, тут у Вільні у перші дні я одразу зробила аптечку. Сходила у аптеку, набила таку коробочку и там накупила все, что потрібно иметь у доме
з асноўных лекаў. Включае і йод, і зеленку, і бінты, і эластычны бінт, і лекі ад дыарэі, ад тэмпературы і гэтак далей. Ад прастуды там штосьці. Ну вось, і я взяла бінтик, кусочек, сложила его четверо, такой как бы прямоугольничек такие невеликий. Смочила хорошо спиртом, там помацала и взяла. Это еще один моя порада по здоровью, до речи. Значит, взяла, как бы, и он такой же напивший, и как бы торчал, он же рухается, его тельце туды-сюды, да, может перпендикулярно телу уставать, как бы. И я вот этим бинтиком, прямоугольничком, пальцами обняла его, смоченным у спирте, этот бинтик, добро за его вот так вот взялася з обоих боков и резко повернула, сейчас скажу, сейчас соображу, супроть годинниковой стрелки. Ну, как на открывание. Коли мы открываем, правило буравчика, так улево. Крутанула супроть годинниковой стрелки, як на открытие. Только я и добре его ухватила, треба три речи. Добре ухватить крепко, а не так, чтобы выскользнул. А это праз бинтик треба. Ну, я просто брезговала его напрямую брать. Ай. Потом добро ухватить, так? Потом повернуть его на открытие вот так вот, да, влево. И при гэтым резко зрабіць гэта, и как бы его не только повернуть, а как бы открыть и вытянуть вот так вот. Хрясь вот так. И гэта я, конечно, рабіла ўслепую, одной правой рукой сзади на, ну, прямо скажу, на попе. Правой полове. Где-то посередине. Як ён туды заполз, гад такі. Як ён там примостился. Ну, я наклонялася шмат, прибирала траву, там кучи эти все там. Ну, и так и здарилася. И ведаеце, вот так вот зрабіла, и беру вот так сюда. Гляжу, а он на бинтике. Красавец. Цалком на бинтике я его выкрутила и вывернула. И он клещик. А от спиртика, як сказал мне один доктор, чаму спиртом треба его змазать и как бы и бинтик, и он же, говорит, этими парами спирта как бы надышит, ну как бы запьянеет и ослабит это свои клещи эти, которые туда внедрились и трымаются. Он на цвярозую голову, и он так крепко трымается. А коли его спиртом ему задурить голову, и он отпускает эти клещики. И мне так пошанцевало, что я была одна, напереди еще 2 ночи были, или 3, ну я не памятаю, не, еще 2. І докторів ніяких нема, і людей інших нема, каб мне, ну, хтось допомог би. Ну, і ось, і мені пошанцевало, я його викрутила, фу, я его вот праз бинтик этот как-то раздавила, он так щелкнул, так лопнул, и выкинула, конечно, прямо бинтик завернула еще раз. И, конечно, тое место одразу так само спиртом обработала. И все, и как бы на утро, на раніцу проснулась, и хоть бы что уже и забыла про это. То бок ничего, никакого воспаления, ничего, наступстваў не было. Так что трэба быць вельмі зараз, нават на лецішчах, яны зараз, кажуць, настолькі распрастраніліся. У Літве писали сёлета ў 2, можа, з паловай разы іх больш, і здарэння укусаў клешчамі ў 2,5 разы больш, чым
уявіце сябе, толькі ў мінулым годзе 23-м. Зараз у 24-м вельмі шмат звяртаюцца ад укусаў кляшчэй. Я уяўляю себе, колькі сабакаў таксама. Ось. Так што будьте бдительны, будьте, значыць, асцярожныя. І трэба дзецям, калі ісці, все закрыць, чтобы ножки, ну, как бы, абутак был закрытый, так? Там носочки, шкарпеточки, а на шкарпеткі штанішкі, альбо штанішкі ў шкарпеткі. Каб вот клещ, калі нават паполз, он был толькі на верхнім адзенні. І трэба, конечно, як это сказать, стряхивать. Ой, пакуль я распавядала, вось глядзіце, толькі што быў уже этот шар. І вось ён уже пайшоў на пасадку, я так меркую. Все, знік. Глядзіце, это был приблизно, ой, как прыгожа, сонейка выглядвае. Пайшоў на пасадку тут у парке Вінгіс. Больш я пакуль не бачу. Ой, птушки як пяюць. Вже шмат хто трымаюць путь з парку. Глядзіце, прям пачкамі такімі. Ну, ужо сонейка, вось, гораздо ніжэй. За дрэвы уже как бы села. Вось моя скамеечка наша, дзе я сижу, чакаю. Яна яшчэ крыху на сонейкі. Ну, тут боковая дорожка. Я думаю, Олежка ось, може, вот так объехал, объедя, и вот где-то вот так мусить, потому что как-то все оттуль приезжают. Поглядим. И мы почнем свой пикничок. Ось туды поехал роверист. Яшчэ туды. Они тут стрибают увесь час. О, вже адтуль. Ты ён ці не? Не ён. Ён бы сюды свернуў да мяне. Ну и, конечно, мы зараз перакусім. У нас есть в термосе кофеек или чаек, я не ведаю, что он зрабіў. У меня, я памятаю, он пытался, что зрабіць, каву альбо гарбату. А я не памятаю, что отказала. И так и не ведаю, что он туды залил. Я б з задовольнением зараз и кофейку бы. На природе так добро, это кофеюшек. Ну что там, приедете, не? Ці з таго боку. Ну вось глядзіце, яшчэ едуць толькі ў парк. О. Яшчэ туды едуць. Увесь час туды-сюды, туды-сюды. Але ровары вельмі папулярныя. Птушки спевают. Хочу додать, что у парку стоит вельми. Вот зараз нават я адчуваю, асабліва пад вечар, такі цудоўны пах вот этими акациями или чем там. А небо расчистилось. Цалком. Памятаете, я показывала облаки такие цудоўные. Все разошлось. Синее,
абсолютно чистое небо. Ні в облачко зараз. Ні в облачко. Таке вечорове, закатне сонечко. І ось травень і червень п'ють птушки. І у нас на летище у трауні, ось где-то другая полова, ну, амаль весь травень, больше такая другая полова, и 1 червня пели соловьи. Поют соловьи у рощи там, каля ручья. Ой, это вогуле. Только вечерець починают свои песни таким вечером. И поют эти соловьи. Зараз чудовно. Чудовно. Ну, это точно Олежка. Фонарики гони. Ну, врешті-решт. Ось он. Добре у тебя фонарик светит, как тебе бачно было. Да. Ну что? Я знайшов дорогу к Фермопилам. Куди? Фермопилам. Такой выказывание. Фермопила за проход. Вот такие. Ага. Ну, добре. Віншую. Спеціальне. Добре накатався? Да, супер. Молодчина. Да, я тебе уже сфоткаю. Этому Александру Клосковскому. Мой верный сябра. Ну, вось. Мы такую скатерть-самобраночку, наш пикничок, папуся накрывает, роверчик стоит, все. И, как говорится, а что нам Бог послал, так сказать? Чем Бог послал? Зараз перекусим. Конечно, отварное яичко где? Вот тут вот где-то, да? Вот отварное яичко, огурчик, помидорчик, курочка. Ну, все по-нашему, по-бразильски. А где лучок репчатый? Там так само есть, так? Ось. Хлебушек, ось запивочка у нас есть. Все. Вот. А хлебушек? Где хлебушек? Есть? Есть. Все, весь наборчик есть. И зараз мы почнем наш пикничок. Приступаем. И зараз мы начнем наш пикничок. Я вогуле люблю весело, радостно и по-простому. И не делать такой серьезный выгляд, еще такое, так все чинно и благородно, как в старые добрые часы. А мы так, по-нашему, по-бразильски. Правда, папа? Разом. Ну что, сябры, наш пикничок подходит до логичного конца. Кофе Папуся, горячий кофе. А пам'ятаєте, я казала, я не ведала, що Олежка налил. Ті гарбату, ті каву. Оказалася кава. А і зараз так пахне. А чуваєте? Понюхайте. Пахнет кавой. Так что это сушенчик литовский. Так что велике дякую за то, что прогулялись с нами 15 червня 24 года у парк Вінгіс, покатались на ровери, перш за все, позаймались на нових тренажерах блакитних, так?
І Ми ж поїли сумку мороженка з нами. І поімели пікнічок. А яшчэ таксама паглядзелі футбольныя матчы, Еще напереди футбол. які мы паглядзім трэці матч у 22 гадзіны. Албания, Италия, каву по-моему, так. і пойдзем. Олежка будзе таксама на ровары, так туды-сюды, да, папуся катацца? Никакой не туда-сюда, я одразу за домом. Адразу дадому, Ё-моё, я а футбол я люблю. пойду со своим А ты заплечником покуль, да. пешу. Не, жартую, конечно, буду туда-сюда. Придется туда-сюда. Папусик Не, не бросить. не кинешь малышку. Не бросиш, да? Ну, добре, дякую велике. Яшчэ раз вам добрых выходных 15-16 червня 24 года і прыемнага прагляду футбольнага чэмпіянату Европы. Да целый месяц, ё-моё. Да, по какой липеня? Ну, написано 31 день. 14 червня і скончится 15 липеня. О-о-о. А после И- начнется Олимпиада. А фінальчик ми заснімем. Будемо глядіти разом. І так, дякую ще раз, В великий. финале будет сборная Немеччины со сборной Франции. Твой такой прогноз, так? Да я ведаю уже, А, расклад. ти вже ведаєш. Расклад Добре, уже есть. Добре. всё. Птушки пяють, повітряні шари лятали сьогодні. З вами були Мар'янна і Олег. Олегос. І Олегас. Спадарня Мар'янна і спадар Олег. А по-російську скажу Мар'янна і Олег. Лабас Вакарас. Да. До следующих встреч. До наступных встреч. Пакуль. Дзинь.